Коньяк. В фильме снимались Рик Рассович, Кэтрин Хикс, Гарри Крюгер и другие. We can begin, Mr. Lawrence. Miss Fraser, members of the Transnational Board, with your permission, I would like to give some background on the monastery which the bank has undertaken to reestablish. Proceed, Mr. Lawrence. Итак, господа, монастырь Сент-Селер находится на острове у берегов Черногории. В течение 4 веков монахи этого ордена соблюдали обет абсолютного молчания. Они молились в молчании, рыбачили в молчании. Они выращивали виноград и закатывали вино в бочки без единого слова. They gathered herbs from the cliffside to flavor their monastic brandy and never spoke or cried out even in direst emergency. Легенда гласит, что когда к монастырскому бренди подносили спичку, напиток вспыхивал в форме ангела. Господин Лоренс, нас не интересуют сказки. Вас наняли, чтобы восстановить винокуренный завод в монастыре. Вам удалось воссоздать бренди, производимый монахами, или нет? Я привез бутылку на пробу, мисс Фрейзер. Мисс Перригорд, мы готовы принять моего отца. Ты хорошо выглядишь, папа. Так же хорошо, как любой умирающий человек. Папа, ты продолжаешь умирать уже много лет. Ты тоже дочь моя, только ты слишком молода, чтобы чувствовать это. Так вы вернулись, господин Лоренс? Монахи возвратились в Сент-Селер? Нет, сэр. Как вам известно, полковник, монахи покинули монастырь после землетрясения 1978 года. Югославское правительство не в силах отыскать ни одного монаха. Но вы не сможете производить бренди без монахов. Я нашел книги, старинные рецепты и провел химический анализ бочек. Это все ерунда. Я плачу вам деньги, и мне нужны результаты. Дайте-ка попробовать. На вид то, что надо. И аромат тот же. Этот напиток спасал меня долгими зимними вечерами, когда я был у югославских партизан. Помню, монахи приплыли со своего острова и забрали наших раненых. Вот тогда-то в первый раз я и попробовал бренди Сент-Селер. Это было как напиток из чаши Грааля. За доблестных монахов Сент-Селер. Папа! Он пошел! Это же чудо! Лошадиная моча. Может, этот бренди плохо переносит транспортировку? Папа, скажи что-нибудь. You take charge. You go to Saint-Селер. You find the monks. My God! Боже мой, я уже достаточно стар и болен. И достаточно богат, чтобы получать то, что хочу. И когда хочу. Передайте министру,
Я не получу бренди, а они не получат денег. Mr. Lawrence, we leave at once. For Belgrade. Сразу же едем в посольство. Очень сожалею о смерти вашей жены, министр Пантович. Благодарю вас, господин посол. Мы прожили с Готсой столько лет. Дядя Джек, Элла, добро пожаловать в Белград. рада тебя видеть. Министр Пантович, это моя племянница Элла Фрейзер. А господина Лоренса вы знаете. Наконец-то вы приехали, мисс Фрейзер. Пойдем выпьем что-нибудь. Полковник Фрейзер — образец патриота для нас. Отец передает вам привет и сожалеет, что не мог приехать сам. Мне тоже очень жаль. Вся работа завершена, не так ли, господин Лоренс? Итоговый расходный счет уже отослали в банк. Но как же можно было восстановить монастырь без монахов? Монахи? Монахов там нет. Монастырь без монахов, министр, это всего лишь каменное здание. В контракте ясно сказано, что должна быть восстановлена деятельность монастыря. Речь шла о реставрации. Очевидно, перевод был не совсем точен. Мой отец хочет полностью восстановить и монастырь, и винокуренный завод при нем. Монахи производили отличный бренди, и этот напиток не должен исчезнуть. Spanish turn their backs on sherry, or the Portuguese on port. Would the Carthusians abandon chartreuse, or the Benedictines Benedictine? Madame, those are religious matters. I'm a communist. My father is willing to overlook your politics, Minister. But I assure you that he will not pay on our contract until the monastery of Saint Hilaire is re-established, complete with monks. Извините, господин посол. Мне пора идти. Мисс Фрейзер. Всего хорошего. Он расстроился. Но в контракте все ясно оговорено. Элла, правительство вложило в этот проект большие деньги. Если вы не оплатите счета, Пантовичу головы не сносить. Не может же он, как фокусник, вынуть тебе монахов из шляпы. Знаю, но без монахов нельзя. Я придумала. Мы дадим объявление в газете и предложим монахам плату $10 в час, пока они все не наладят. $10 в час — это больше, чем зарабатывает Пантович. В этой стране так не делается, Элла. Это невозможно. Дядюшка, ты слишком долго живешь в этой стране. Мы все сделаем по-американски. Speak English. My secretary doesn't understand one word of it. Wait.
bugging your office, Pantovich. I am. But you're the trusted minister. To be trusted is to be ignored. This way, everything I say goes straight to the top. All right? Miss Fraser wants monks. We will give her a monk. Yes, but who? You! No, minister, no. I'm sending you to Saint-Hilaire as an undercover monk. But what could I say? Nothing. It's a silent order. You know, as of now, I wash my hands of this entire mess. It's on your head, Bogolub. Oh, by the way, when you get to Bulgara, please give your mother my warmest regards. Вы знаете их язык? Выучил пару разговорных фраз. Tada stižemo u Podgora. По 2 поподне. Золте. Вы ловите прямо на лету. Такой должна быть деловая женщина. Нет, я не буду. Возьмите, мисс Фрейзер, а то они обидятся. Чарльз, что происходит? У них свадьба. Ради бога, Чарльз, позовите проводника. Все-таки они очень заводные люди. You not only speak the language, you dance it too, Charlie. I mean, you know all the steps. Thank you, Miss Fraser. Думаю, вам было бы гораздо удобнее в отеле. В монастыре нет ни телефона, ни условий для отдыха. Я сюда не отдыхать приехала, господин Лоренс. Я должна найти монахов. Mama! Мама? Mama! Еще долго? 3 часа туда и 2,5, если ехать обратно.
Вы хотите сказать, что спускаться дольше, чем подниматься? Да. Вниз 55 миль, а вверх только 50. Это невозможно. Расстояние должно быть одинаковым. Вы рассуждаете логично. Но я сотни раз проверял одометр. И всегда была разница в 5 миль. Впереди крутой поворот. Заходите, дети, заходите. Побыстрее, пожалуйста. Это ты, Боголюб. Это мои ученики. Пожалуйста, все будем говорить только по-английски. Это мой сын Боголюб. Он сотрудник полиции. Ты всему свету решила об этом рассказать. Здравствуйте, сэр. Рада с вами познакомиться. Очень хорошо, дети, очень хорошо. А теперь садитесь и начнем урок. И молитесь за моего сына, дети. Он отвернулся от Господа. А я-то думал, Бог везде. Не умничай. Мой бедный супруг перевернулся бы в гробу, если бы узнал, кем ты стал. А ты ему не говори. Бог-то все равно знает. Так попроси Бога тоже не говорить ему. Зачем ты пришел, Боголюб? У меня задание от Пантовича. Пантович? Как он поживает? Очень переживает из-за смерти жены. Готса умерла. Неужели? Осени себя крестом, сын мой. Пожалуйста, прошу тебя. Встань на колени и попроси Господа нашего простить тебя. В другой раз, мама. Обещания. Одни лишь обещания. И, как всегда, убежал. Далеко еще до острова? Около получаса. Какая чистая вода. Вы, наверное, каждый день плаваете? У меня нет на это времени. That's the Coast Patrol. They try to control smuggling in the area. Contraband from Italy is big business. Скоро появится монастырь. Но это прямо как в сказке. Отец пытался описать эту красоту. I couldn't imagine it. Петер, я вернулся. Помоги нам, пожалуйста, с багажом. Miss Fraser? Thank you, Charles.
Вы, возможно, первая женщина, входящая в монастырь за последние 400 лет. Ну что ж, Another first for Ella Fraser. Поставьте вещи и возвращайтесь к работе. Чарльз, здесь замечательно. После землетрясения еще остались неубранные камни, булыжники. Весь остров изрыт пещерами, как улей сотами. Когда температура резко падает, слышен шум падающих камней. Но это место безопасное, поэтому я и устроил здесь лабораторию. А это моя кровать. Кровать? Вы что же, и спите в этом кошмарном месте? Да, ведь я должен следить за температурой, влажностью, циркуляцией воздуха. Это очень важно в виноделии. А вот этот дистиллятор. Старенький, конечно. Чарльз, я и не думала, что все это так сложно. Конечно, непросто. Доказательством служит моя неудача. Я занимаюсь виноделием уже 10 лет, и ума не приложу, в чем я ошибся. Что забыл? Но прокол на лицо? Поэтому нам и нужен монах, знающий секреты этого бренди. Монах или пара веков поисков экспериментов? Чарльз, а что это за шум? Это генератор. Для подачи света и горячей воды. Монах! Помогите мне спасти монаха! Один уже есть. Один есть. Я же говорила, что реклама — двигатель всего. Dobargan, Kakostay. Он не разговаривает. Значит, это то, что нам нужно. Но как же с ним объясниться? Придумала. Попроси его топнуть 1 раз, если да, 2 раза, если нет, и 3 раза, если может быть. Он все понял. Теперь пусть напишет свое имя. Напиши имя.
Никомия. Добро пожаловать, Никомия. Брат Никомия. А меня зовут Элла Фрейзер. Конечно. Чарльз, спроси его, хочет ли он остаться и устраивает ли его зарплата. Он топает по-английски. Откуда вы? Показывает непонятно куда. Вы говорите по-английски, то есть не говорите, но понимаете? Замечательно. Это намного упрощает дело. Брат Никомия, остались ли еще монахи вашего ордена, знающие секрет изготовления бренди? Как жаль. Они что же, все умерли? Что значит «может быть»? Чарльз, этот бедняга вымок до нитки. Давай сначала высушим его, а потом будем задавать вопросы. Пойдемте, брат Никомия. Уже 5, они возвращаются. Топайте, топайте, братья. Это ведь совсем не сложно. Еще разочек. Никомия, идите и познакомьтесь с вашими братьями. Charlie, aren't they sweet? Брат Никомия, так как вы прибыли к нам первым, хочу назначить вас настоятелем. Чарльз, спросите остальных, согласны ли они с этим? Значит, этот вопрос решен. Чарльз, и еще скажите, что зарплата будет каждую пятницу. Хорошо. С этого момента, настоятель Никомия, монастырь становится действующим. Петер, где товар? Теперь мы в деле. Семь, 8. Здесь только 10. А где остальные? Вернулся американец. С ним дамочка. Я уже продал эти ружья, и они мне нужны все. Американские империалисты. Это мой остров.
Здравствуйте. Чарльз, я сейчас была на колокольне и обнаружила, что у большого колокола отсутствует язык, поэтому он и не звонит. Но что за колокол без языка? Это что, загадка? Вы прекрасно понимаете, о чем я. Это необычный колокол. Если позволите, существует еще одна легенда о том, что этот колокол может слышать только тот, у кого чистое сердце. Вы имеете в виду колокольный звон? Я не верю в это. Я тоже. Но, полагаю, у меня не такое уж чистое сердце. Чарльз, давайте, наконец, забудем все эти легенды и приступим вместе с монахами к работе. О, Никомия, как раз вы-то мне и нужны. Как вы думаете, сусло готово? Может быть. Возможно, я слишком поспешил в прошлый раз, и вы могли бы мне подсказать. В этой старинной книге указаны травы, которые мне понадобятся. Некоторые я уже нашел. У меня есть карликовая бузина, гвоздика, алоэ, мускатный орех. А вот лимонника и мяты нет. Вы не знаете, где здесь их можно найти? Может, они на сербо-хорватском по-другому называются? Настоятельный Камия, а если вы эти растения увидите, то узнаете? Чарльз, мы должны отправиться вместе с монахами в горы, чтобы найти эти травы. Они так много работали все эти дни, что заслужили прогулку. Правильно я говорю? Prior Nicomeah? Is that you? I thought you were a ghost there in the moonlight. Well, I'm very glad that we're going ashore tomorrow. I'm getting a bit jumpy here. Not used to the monastic life, I guess. I've never talked to a man who didn't answer back before. It's very odd. There must be some things that only can be expressed in words, aren't there? Although, now that I said that, you know, I really can't think what they are. You know, I once... Just listen to how often I use that word, I. You must think me a very self-centered person. But, you know, I'm... There it is again. You know, I'm going to try to stop that. But it's... Well, it's very difficult not to stumble into references to one's own person. But this person is going to try. There, I've avoided two eyes. That's a record for me, I'll bet. Well, tomorrow's another long day, and this person is tired. So, good night, Prior Nicomeah, and, holy dreams.
Они покинули остров, и мы можем проникнуть туда через пещеры. Я туда не пойду. Там полно привидений. Никаких привидений там нет, идиот. Присциприцепус цинналис. Где ты нашел? Мы нашли вот это. Пахнет замечательно. Их здесь много? Вы знаете где? Там. This person is doing better, have you noticed? Not one eye all day. Well, unless you count that one. I'm really sort of... Oh, damn it, I blew it. Twice. You laugh. Oh, I didn't think that laughing was permitted. Well, I mean, then God wouldn't object to a little laughter, would he? Oh, do it again, please. I love the way you laugh. What made you decide to become a monk, Prior Nicomedia? Oh, I'm sorry. That's a very silly question. I mean, the answer's in everything you do. Every thought, every gesture, it's devoted to God. Isn't that right? It must be wonderful. This person can't help being a little envious. Even jealous. Землетрясение! Это просто в пещерах падают камни. Я же говорил, что это случается. Это падают камни. Просто камни. Падают в пещерах. Что случилось? Моя лодка. Моя лодка.
Установка для перегонки не пострадала, обрушилась задняя стена. Посмотрим, каков ущерб. Мисс Фрейзер, держитесь лучше подальше. Не стоит заходить внутрь. Я бы вам не советовал. Монахи, американцы, эта женщина меня разорит. Моя лодка, моя лодка. Да что там лодка, идиот? Я потерял тысячи. А мне нужны деньги. Деньги. Говори, бре, немoj meni glumit šutanje. Hoćeš da fikarim jezik? Odbi! Ryan Nicomia, are you all right? I had no idea this was here. These must go back for centuries. What would this old fellow say if he could speak? Of course, I suppose he never did. Настоятель Никомия, вы же монах, а ведете машину как дьявол. Осторожней. Ужасно. Можно я буду держаться за вас? I've given up trying not to say I, have you noticed? It's because, well, as a monk. Вы знаете, я стала совсем по-другому к себе относиться. Думаю, это из-за вашего молчания. Впервые за долгое время я воспринимаю себя такой, как есть. Быть единственным ребенком в семье не так-то просто. Стараешься быть похожей на всех тех детей, которые могли бы быть у твоих родителей, а это непосильная задача. Ну вот, я опять говорю, только и делаю, что говорю. Я тоже приму обет молчания. Как только мы вернемся, я попытаюсь. Я не могу этого сделать, пока мы не взяли деньги в банке, но как только мы вернемся, я начну молчать. Абдулла! Абдулла! Американская женщина. Бата. Бата. Следуй за ней. Если упустишь, я тебе шею сверну. Сейчас сосчитаем. 6 монахов, 5-дневная рабочая неделя. Извините, мадам. О, вы говорите по-английски? Ну да, я американка. Подумать только, у нас в банке. Здравствуйте. Меня зовут Зорко Богданович. Вам нужен телефон? Я знакома с управляющим и попрошу его разрешить вам воспользоваться его телефоном. Большое спасибо, вы меня так выручите. Мне нужны 4 человека, умеющие говорить по-английски и держать язык за зубами. Да. Меня зовут Бронко Ораджич. Меня обучала английскому ваша мать Зорко Богданович. Я в курсе, кто моя мать. Попрошу вас топнуть ногой 1 раз на «да»,
2 раза на нет и 3 раза на может быть. Приступим. Да? Да. Нет? Да. Да. Нет. Может быть? Нет. Да. Нет. Да. Может быть. Пойдешь ты? Ты? Ты. И Бронко. Спасибо, сэр. Остальные свободны. Вам дается секретное задание. Вы будете монахами-полицейскими. Что еще, Бронко? А по-английски тоже молчать надо, сэр? С этого момента вы должны молчать на всех языках. Понятно? Ну как, дозвонились? Да, я звонила министру Пантовичу. Министр Пантович? Мы знакомы уже 40 лет. Правда? Мой сын работает у него. По-моему, вам уже приготовили деньги. Вы так любезны, спасибо. Он спрашивает, не хотите ли вы пересчитать. Пересчитать? Я поднять-то это едва смогу. Boy, this exchange rate's great. Вот моя машина, но где же настоятель? Брат Никомия, это вы? Что-нибудь случилось с машиной? Это настоятель нашего монастыря. Брат Никомия, вылезайте сейчас же, я хочу вас кое с кем познакомить. Вам незачем заниматься этим, мы можем позвонить механику. Ну давайте, вылезайте же. Вылезайте. Настоятель Никомия, я хочу познакомить вас с Зоркой Богданович. Что вы делаете? Он завел машину, и я должна ехать. Вы мне очень помогли, госпожа Богданович. Большое спасибо. Приезжайте к нам в монастырь в любое время. Что на вас нашло? Brother Nicomedia, you are a magnet for monks. But you look like the devil himself. Абдулла, она возвращается. Она получила в банке огромные деньги. Можем ее грабануть. Придурки. Мы получим не только золотые яйца от этой гусыни. Мы возьмем саму гусыню, Миша.
Shake them down. Предаемся, предаемся. Напиток готов? Доброе утро, настоятель. Сегодня день зарплаты. Мисс Фрейзер сейчас подойдет. Вы хотите что-то сказать? Хорошо, попробуем. Вы облокотились на стену? Нет? Вы показываете камень. Камень валун? Падающие камни, да? Падающие камни в пещере. Вы что, лепите снеговика? У меня не получается. Вы бежите, да? Бежите. Перестали бежать. Опять бежите. Вы что, ненормальный? Вы... Так. Вы стоите спокойно, а до этого гнались за кем-то. Вы хотите сказать, что пора перегонять вино? Он считает, что сусло готово, Чарли. Ну, конечно. На этот раз у нас все получится, мисс Фрейзер. Надеюсь, Чарли. Кто хочет попробовать? Брат Алуциус. Брат Буре. И брат Никомия. Брат Никомия. Где же он, Чарльз? Только что был здесь. Это я, брат Никомия, я вас везде ищу.
Возьмите. Что? Ну, не глупите. Я привыкла за все платить. Берите же. Извините. Я не хотела вас обидеть. Я просто думала... Сама не знаю, что я думала. Я вообще не понимаю, что происходит. Но только несправедливо, что вы все время молчите. Это заставляет людей говорить то, что вы им самим не хотелось бы слышать, и скрывать свои чувства. Вы как бы защищаете себя своим молчанием, а я прячусь за словами. Получается, что я это только одни слова, а я не хочу быть такой никомей. Words and chatter and talk and prattle. And I can't stop. This foolish, idle, idiot talk. It controls me. Но я не знаю, как стать другой. Я не знаю, как мне изменить себя. Не знаю. Oh, I wish I could be just stricken dumb! Госпожа Богданович, вы все-таки приехали, очень рада вас видеть. Здравствуйте, я не могла приехать раньше из-за уроков. Понимаю. А вот и братья. Берем травы и мед, тщательно перемешиваем их. Все верно? Отлично. Замечательно. Переливаем в бак и оставляем бренди настаиваться на этой смеси, так? Все это надо делать вручную. Чарльз, у нас гости. Чарльз. Это госпожа Богданович, которая помогла мне в банке. Очень приятно познакомиться. Здравствуйте. Извините меня, но эта смесь схватывает, как хороший клей. Наверное, из-за травяных добавок. Моя перчатка. На кухне есть душ. Да, ваши перчатки. Им уже много лет. Это подарок одного хореографа. Все это, конечно, очень странно, но, надеюсь, мы спасем ваши перчатки. Хорошо, хоть есть горячая вода. О, Боже! Что это было, Боже? Позвольте вам помочь. Это просто ужасно. Благодарю вас. Может, хотите осмотреть нашу церковь? Я только переоденусь и сейчас же займусь вашими перчатками.
Oprosti, oče. Mnogo sam griješila. Želim da se ispovjedim. Evo, već 35 godina leži mi na savjesti. Nisam priznala. Još kao sasvim mlada, tako reče djevojčica. Ja sam prevarila muža. Боголюб? Настоятель Никомия? Мой сын! Он стал священником. Я не знаю эту женщину, она сумасшедшая. Твоя родная мать? Настоятель ваш сын? Он обрел Бога, но отрекся от матери. Мисс Фрейзер, я здесь, чтобы защитить вас. Вы разговариваете? Вы... Какое вероломство! Я исповедовалась в своих грехах собственному сыну. Господи, прости меня. Конечно, он простит. А я нет, предатель. Я доверяла тебе. Боголюб, отпусти меня. Не могу, мы приклеились. Боже праведный, наш настоятель заговорил. Да, Чарльз, он просто жулик, а не монах. Эти монахи самозванцы. 3 из них офицеры полиции. Скажите же ей, я вам приказываю, это не проверка. Я приказываю вам арестовать этих преступников. Кем бы они ни были до появления здесь, у них есть полное право находиться в монастыре. Мятежники. Святые братья. Вы поддерживаете меня? Предатели. Один за всех, все за одного. Я с первого дня знала, что ты самозванец. Так я тебе и поверила. Ты троцкист. Двигай к границе с Румынией. Дамы и господа, мне выпала честь приветствовать вас на первой международной конференции по разоружению здесь, в Белграде. Наша конференция транслируется по телевидению, и, надеюсь, результатом ее станет укрепление мира во всем мире. Благодарю за внимание. До сих пор не могу поверить, что ваш сын полицейский. Из него получился такой хороший монах. У него еще с детства были актерские способности. Когда Велко Пантович предложил ему работу в министерстве, он согласился. Лучше бы он продолжал заниматься балетом. Боголюб занимается балетом? Нет, Велко Пантович. Он был таким грациозным юношей, пока не женился на этой Готце. Это было в те давние времена, когда все были счастливы и беззаботны. Я остаюсь в лодке. Ваша задача — достать американскую гусыню. When the saints go
marching in, marching in. When the saint, ooh, when the saint goes marching in, I want to be in that number. When the saints go marching in, ooh, dance a little, la la, Какая гадость. Напоминает молоко больного козла. Чарльз, что же не так? Что мы опять упустили? Нечего было слушать этого комедианта. Он ничего и не говорил. Зато как изображал в пантомиме. Я поверил. Да и вы тоже. И что мы имеем? Козлиное молоко. Совсем не то, что заказывал полковник. Что ж, придется начинать все сначала. Гусыня готова. Дело за гарниром. Зорка? Войдите. Господин посол, вас срочно просят к телефону. А который час? 20 минут шестого. 20 минут шестого? Что случилось? Война, революция? Или звонит президент? Это насчет выкупа за вашу племянницу мисс Фрейзер. Выкуп? В такой час? Возмутительно. Хотят говорить только с вами. Слушай. Да, это американский посол. А вы кто такой? Говорит командир Z. Из революционной организации, борющейся за создание независимого цыганского государства. Американка мисс Фрейзер является военнопленной. Военнопленный? О какой войне вы говорите? Да мы вас одной бомбой с лица земли сотрем. Хотите получить ее живой, платите. Послушайте, передайте трубку моей племяннице, я хочу с ней поговорить. Мы ее на вертеле поджарим. Если не заплатишь 200 миллионов динар наличными. 200 миллионов? Вы что, спятили? Возможно. Люблю поджаристых американских гусынь. Слушай внимательно, если хочешь получить девчонку обратно. Я все понял. Но где будет находиться моя племянница? Доверять вам? Почему я должен вам доверять? Ублюдок повесил трубку. 200 миллионов динар. Сколько же это нормальных денег? По сегодняшнему курсу? 200 тысяч долларов, сэр. Всего-то? Соедините меня поскорее с Пантовичем. Всего-навсего 200 тысяч.
Вот тебе адрес. Увидимся там. А когда? Когда дело будет сделано. Не смотри у меня. Я получу 200 миллионов динар за эту гусыню. Или я убью тебя. Что? Что такое? Бандиты требуют выкуп. Похитили Зорку? Нет, вас. Меня? Они думают, что похитили вас. Но это же невозможно, я здесь. Сообщите им об этом по радио. По этому радио не получится. Charlie, I'm going. The helicopter's here. Are you coming or not? I've got to finish this, Allie. Your father paid me to do a job. Господин посол. Господин посол. Связан ли захват мисс Фрейзер с конференцией по разоружению? Соединенные Штаты придерживаются твердой политики. Никаких уступок террористам по вопросу заложников. Будут ли США поддерживать создание цыганского государства? Мы всегда занимали процыганскую позицию. Всегда. Какие шаги предпринимаются для освобождения мисс Фрейзер? Я не буду отвечать на этот вопрос. Скажу только, что мы ведем переговоры. Господин посол, она на связи. Элла, это ты? Да, дядя, это я. С тобой все в порядке? Тебя никто не обидел? Почему ты здесь, а не в монастыре? Монахи взбунтовались. Я на пути в Белград. Буду через час, целая и невредимая. Элла, я позвоню твоему отцу. Не надо ему звонить. Он не знает о похищении. Да меня никто и не похищал. Тогда зачем же мне звонили насчет выкупа? По ошибке похитили Зорку Богданович. Зорку? Они захватили твою мать. Кто ее захватил? Цыганский террорист, командир Z. Кто такая Зорка Богданович? Бедная Зорка. Элла, это я Боги, настоятель Никомии. Никомия? Предатель. У них твоя мать. Спаси ее, или я в жизни с тобой разговаривать не буду. Я в любом случае не буду, прощай. Нет, подожди. Идиот. Какой идиот? Элла? Какова сумма выкупа? Они требуют положить 200 миллионов динар в бочку и бросить в Дунай у Занота. Но это же глупо.
Не говори так. Жизнь твоей матери в опасности. Это всего лишь формальность. К черту ваши формальности, они невиновны. Я нуждаюсь в их помощи. Начальник полиции считает, что молчание является обвинением против них. Они приняли обет молчания. А почему же вы отпустили старика, брата Габриэля, который тоже молчал? Он родственник нашего начальника. Старик пропал в 1978 году после землетрясения. Все это время жил в катакомбах. Тронулся умом. Значит, он настоящий монах? Да. Проклятие, он может знать секрет. Всему за податки može niko. A tom Amerikancu kaže da mi on lično odgovara za njih. Брат Габриэль. Разумен, друже командире. Начальник полиции согласился освободить этих монахов под вашу ответственность, господин Лоренс. Что с ним такое? По-моему, он просит вас выключить радио. Что он пытается сказать?
Эврика! У нас получилось! Вот смотри. Как только объект поплывет против течения, поступит сигнал, что его подобрали. Сажайте вертолет! Быстро! Как вы смеете сажать вертолет? Я лечу в Белград. Никомия. Где твоя мать? Не знаю. Что значит не знаешь? Бандиты предупредили, что убьют ее, если увидят вертолеты. Что ж ты раньше не сказал? Ну вот, говорю. Ovo nije Amerikanka, uhvatili smo neku babu. Šta da radim? Beži! Take it easy, Bronco. You're rocking the barrel. You don't want to spoil the brandy before we get to Miss Fraser. Вашему послу не следовало уступать им. А что ему оставалось делать? Надо было поторговаться. О чем ты говоришь? Что ты хочешь, получить половину мамы за половину суммы, чтобы ее разрезали пополам? Надо было потянуть время, вот и все. Если бы речь шла обо мне, ты наверняка с большим удовольствием получил бы меня по частям, лишь бы поторговаться. Неправда, Элла. Мне-то нужна целая и невредимая за любую цену. Офицер Богданович, мы запеленговали.
Он уходит в Румынию. Поехали. Idemo! Idemo! Осторожно. А что? Это взрыватель. Так в этом бочонке бомба? Мы не торгуемся с террористами. Но твоя мама вовсе не террорист. Попробуй поживи с ней. Pa gde je taj patrolni čamac? Stupid plan is working. If they get the Romanian line, we can't arrest them. Отдай детонатор. Пусть забирают эти чертовы деньги. Нет там никаких денег. Ты хочешь сказать, что не отдал бы за меня каких-то 200 миллионов динаров? Я бы отдал за тебя весь мир, я люблю тебя. Ты лжешь! Боги! Настоятель Никомия! Руки вниз, прячься! Ja sam kidnapovana! Moja, zovite mi ministra Pantovića i moga sina Bogoljuba! Говори! Говори! I don't understand. Я не понимаю вас. Говори, где она, или ты покойник. Богдановичу, являю, да je vaša majka uhapšena u pijenom станju. Боги, что он говорит? Мою мать арестовали за езду в пьяном виде. Tales como los referidos a seguridad, verificación, control y limitación de armamento en la región centroamericana. Господа, в здании бомба. Пожалуйста, соблюдайте порядок при эвакуации из здания. Не поддавайтесь панике. Без паники. Что ты делаешь? Пусти меня, ты что, спятил? Там бомба. Это не бомба. Это бренди. Ladies and gentlemen,
We had a false alarm. Now the conference will resume. Please. Элла, у нас все получилось. Бренди Сан-Силер. Чарли! Но мы так и не нашли Зорку. Прошу всех покинуть фойе. Мама. Велка! Зорка. Ты здесь! Я очень сожалею по поводу Готцы. Наконец-то она покинула меня, Царствие Небесное. И мы опять вместе, Зорка. Мы живы? Да, мы живы. Зорка, выходи за меня замуж. Да. Да, дорогой. Любить никогда не поздно. Но мама, он же коммунист. Как ты смеешь так разговаривать со своим отцом? С отцом? Зорка. Это мой сын? Да, Фанти. Это плод нашей сказочной неблагоразумной любви. У меня есть сын. Поцелуй меня, боги. Это надо отпраздновать. За это все должны выпить. Весь мир. Катите эту бочку в зал заседаний. Официант, бокалы. Come, a tango! Неблагоразумная любовь между моей ханжой мамой и Пантовичем. Боги, давай проявим неблагоразумие. В заключение осталось сказать, что полковник Фрейзер получил свой бренди, Элла получила своего монаха, а секретом приготовления бренди Сан-Силер оказалась тишина. Столь милое сердце тишина. Ощутить его божественный вкус могли лишь те, кто пил напиток в тишине. Весь мир становился тихим и безмятежным. И в этой тишине лишь немногие слышали звон колокола Сан-Силера. А вы его слышите? На русский язык фильм озвучен фирмой СВ Дубль при техническом содействии студии «Авторская песня» по заказу Московской независимой вещательной корпорации в 1994 году.